Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Нежданно и негаданно, что случится в вашей жизни совсем скоро. Загадайте, пожалуйста, на себя, на нежданные и негаданные события, ситуации. И давайте посмотрим, что это будет, кто это будет, каким образом все это будет происходить. Ну и, конечно же, зачем. Это все вам будет дано. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Стрела у вас тут такая мощная вышла, прям по линии жизни. Так, мои милые, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Пожалуй, начну, наверное, таки с этой стрелы. Вижу, что вам в жизни либо кто-то мешает, либо что-то мешает. Но несмотря ни на какие помехи, видите, вы их просто разрываете в клочья, эти помехи. Вы к своей цели стремительно летите. И своей цели вы точно добьетесь. Смотрите, вы все разные, цели у вас разные, желания у вас всех разные, задумки, идеи, хотелки, да, все это разное. Но чем бы вы ни занимались, чего бы вы так сильно не хотели, не желали, вы уже к этому стремительно летите. Мы смотрим на самое ближайшее время. Вот то, чего ждете, на что надеетесь, мечтаете, добиваетесь, вы точно это получите. Это точно будет вашим. Вы как вот эта стрела, выпущенная из лука, да, на бешеной скорости мчитесь к своей цели. И опять же, вот эти все помехи вы просто разорвете в клочья. Возможно, вы их даже и как не почувствуете, да, потому что скорость бешеная. Своего вы точно добьетесь, либо свое вы точно получите. Да, вас тут уже не остановить. И опять же, стрела смотрит вверх, это вам по судьбе. По судьбе осуществить задуманное, по судьбе получить то, чего хотите, к чему стремитесь. Все получится. Тьфу-тьфу-тьфу, здесь вы четко нам показали. Опять же, это влияет не только на вашу жизнь, но и на вашу судьбу. У самого основания рисунка у вас свинья. Свинья очень худая. Истощала эта свинья. Человек, который прославился каким-то свинским поведением, какими-то свинскими поступками. Стремится этот человек то ли вернуться в ваш дом, в вашу семью, в вашу жизнь, в конце концов. Да? Будет ходить вокруг вас, либо вокруг вашего дома, визжать и проситься, вот напрашиваться. Там, впусти, давай поговорим, я хочу к тебе зайти. Для вас это будет очень неожиданно, да, что человек, во-первых, вернулся, во-вторых, проявляет такую наглую настойчивость, да, еще пытается войти в ваш дом. В очередной раз, я так понимаю, вы отобьетесь. Либо в этот раз вы уже пошлете далеко и надолго. Да, придется вам как противостояние с этой свиньей испытать, да, войти в противостояние с этой свиньей. Наглость, второе счастье. И я так понимаю, что свинка тощая, потому что ее уже везде погнали. Да? И вот вы для нее как последняя надежда. Надежда, которая не оправдается. Да, и наглый человек, и вредоносный человек, и будет пытаться настойчиво войти в вашу жизнь, либо войти в ваш дом. Вы будете прогонять и отгонять. Дальше, мои хорошие. Здесь остров. На острове 2 человека. Оказаться с кем-то наедине. Причем в каком-то ограниченном пространстве. Да, вот как комната. Может быть, небольшое помещение. Да, с кем-то вы окажетесь наедине.
И вы знаете, что-то произойдет. Вот прям точно вам говорю, что-то произойдет. Если вы разнополые люди, то есть мужчина и женщина, то, скорее всего, какая-то искра между вами пролетит. Ну, либо вы друг к другу просто вот прильнете, потянетесь. Если вы однополые люди, то есть два мужчины либо две женщины вместе окажутся в каком-то, ограниченном, может быть, даже замкнутом пространстве, потому что здесь четко показали остров, и вы вдвоем. Остров, он сам по себе маленький, да, то человек вам в чем-то признается, в каких-то тайнах, секретах, может быть, своих каких-то шалостях, грешках, да, в чем-то вам признается. Будет очень как-то необычно и удивительно, и странно. А если это все-таки про любовь, то прям сойдетесь, прям друг к другу прилипнете. То есть вас, скорее всего, сама судьба вот в изолированное такое помещение помещает, да, для того, чтобы вы либо какую-то информацию узнали, да, правду узнали, либо для того, чтобы между вами эта искра вспыхнула, да, и вы наконец-таки сошлись в конце концов. Это очень неожиданно, прям с левой стороны выходит. В самом центре показывают вас, и вы как будто бы налево смотрите, в сторону, куда вам и не нужно, и не стоит, и даже, возможно, небезопасно. Видите, над вашей головой ангел, который пытается вот так руками вашу голову перевернуть направо. То есть не смотри налево, а смотри направо. Но здесь какое-то чудесное событие произойдет, когда вы резко поменяете свою точку зрения, либо вы резко поменяете свое решение. Как от чего-то, может быть, даже откажетесь по поводу кого-то, либо чего-то передумаете. Вы сами не поймете, как это произошло. Вам самому себе, либо самой себе будет сложно это объяснить, да, почему я передумала, почему я отказалась куда-то ехать, куда-то идти, с кем-то общаться, что-то делать, за что-то браться. Но это ангел, это ваш ангел-хранитель в очередной раз вас спасает. Правда, вы смотрели в левую сторону, туда, где нет ничего хорошего, либо наоборот, туда, где плохое могло случиться. И вот ангел прям руками вашу голову вправо поворачивает. Чудесное событие, видите, какой сильный ангел, и прям действительно любит вас и бережет во всех смыслах этого слова, да? То есть вас переубедит, повернет вашу голову направо. Вы тут и сами себе удивитесь, и люди, которые вас знают, вам удивятся. Просто необъяснимое событие произойдет. А я вам говорю, это ангел, это ваш ангел-хранитель старается. Так, здесь очень большая кость, но это что-то очень старое, либо связанное с семьей, с родом вашим. Кость, большая кость. И вы рядом стоите. Вы либо о себе что-то узнаете, либо, если о себе, наверное, скорее всего, о своих каких-то способностях, талантах, наклонностях, что-то свое, уникальное, что в себе вы содержите, но о чем не догадывались. Либо узнаете что-то о своем роде. Узнаете то, что вас очень сильно и впечатлит, и замотивирует. Какая-то информация о вашем роде, о ваших предках. Вот прямо что-то глобальное узнаете, потому что кость очень большая. Узнаете от кого-то конкретного, то есть вам словами расскажут. Да? Так и скажут, а вот ты знаешь, а ты в курсе. Для вас это будет очень удивительно. Смотрите, вижу, что прям мощную мотивацию вы получите. Вам на пользу пойдет эта информация. Так, здесь мужчина лежит в горизонте. Ему плохо, очень плохо. И куриная лапа его вот так вот за ноги сжимает. Да? Схватила и сжимает. Это явно воздействие, причем воздействие магического характера. Порча может быть, и также может быть как приворот, присушка, морок на мужчину. Ноги, держит ноги, значит, мужчине не дают двигаться. У мужчины дела все застопорились. У мужчины проблемы с психикой и проблемы со здоровьем. То есть посредством магии, воздействия, приворота. Вы каким-то образом тоже об этом узнаете.
Либо, возможно, вы предполагаете, ну так, знаете, вариабельность. Я предполагаю, может быть, болеет, потому что его там кто-то приворожил. И это окажется правдой. И у вас шок будет от того, что вы прям в точку попали. Ну, либо вы считаете, что мужчина вас разлюбил, там, от рук отбился, интерес к жизни потерял. Понимаете, что нет, его просто испортили. И поэтому он потерял вкус к жизни, интерес к жизни потерял, к вам охладел, либо наоборот агрессивным стал в вашу сторону, потому что его приворожили, либо испортили. Вот, тоже для вас будет большим открытием. Но я вам так скажу, это открытие будет неожиданным, но своевременным и очень полезным. То есть у вас появится возможность для действий, да, чтобы это все убрать, чтобы это все снять, чтобы мужчину вернуть к нормальной жизни, чтобы вывести его состояние горизонта, поставить его в вертикаль и освободить ему ноги, да, чтобы он мог двигаться. Да, бывает. Такое бывает. Но главное, что вы обо всем узнаете, правду узнаете. У вас как два начала борются. С одной стороны, вам обидно от его действий, от его поступков. А с другой стороны, вы хотите ему помочь. Когда правду узнаете, ну, тогда и поможете. Здесь перед вами человек кланяется. Причем человек высокий, большой, а вы гораздо поменьше выглядите на фоне этого человека. Но большой человек перед маленьким кланяется. То ли этот человек вас как-то обидел, то ли этот человек вас признает. Да, и так может отыграться. Но вам будет приятно. Вам будет приятно, и вы действительно этого заслужили. Да, человек, возможно, свои ошибки признает. Человек, возможно, действительно пришел на поклон, потому что в вас нуждается. Да, нуждается как в профессионале, в хорошем сотруднике, либо в любимом человеке, да, так тоже может быть, кланяется перед вами. Большой перед маленьким кланяется. Так, два человека обнимаются, целуются, над ними голубь летает. И какие-то люди, два человека, очень сильно этому рады. То есть я так понимаю, что вы с кем-то в пару сойдетесь, либо вы с кем-то помиритесь, да, с своим любимым помиритесь. И два других человека будут этому очень рады. Они наблюдают со стороны. Кстати, возможно, именно эти люди приложили тоже руку к тому, чтобы вы помирились, либо сошлись. Смотрите, все счастливы, все довольны. А здесь прям любовь любовная получается. Да, вы все разные. Кто-то помирится, а кто-то наоборот сойдется. Может быть, даже вас как познакомят. Да? Познакомят. Вы хорошие люди, вы друг другу подходите. И вас знакомят. Вы друг другу нравитесь, вы становитесь парой. И те, кто вас познакомил, очень сильно этому радуются. Либо ссора была, да, вы помиритесь, а эти люди, они пытались вас помирить. Либо это близкие люди, которые прям молились за то, чтобы вы помирились и восстановили свои отношения. Но здесь все хорошо будет. Так, здесь окно возможностей. Оно очень узкое, маленькое окно возможностей. И еще какой-то человек от вас эти возможности, это окно возможностей скрывал, прятал, скрывал. Не просто так, с каким-то умыслом, замысел, умысел, да, чтобы вы, не дай бог, эти возможности там не увидели, не получили. Но поскольку эти возможности вам по судьбе, вы их все равно увидите, найдете, получите. У вас будет очень много вопросов к тому, кто от вас это скрывал. Человек правду не скажет. Либо будет всячески вилять, да, и нужно будет приложить усилия, чтобы этот человек сказал правду. Если честно, ответ вас просто шокирует. Человек вам не чужой. Может быть, ревность, может быть, зависть, а может быть, страх вас потерять. Да? Но ответ вас точно шокирует. Но возможности, хоть и узкое окно, это вы точно получите. Так, чуть выше. Вам удастся решить какой-то очень сложный, но жизненно важный вопрос. Причем до последнего вы будете ждать
ну, то ли чьей-то помощи, либо чьего-то участия. Но человек так и не откликнется, либо не станет помогать. И вот в последний момент, я так понимаю, да, вы берете все на себя. И вы знаете, вот чего бы это ни касалось, у вас получится. Вопрос этот вы точно решите. Причем настолько ловко вы его решите, как-то вот прям выгодно для себя решите. То есть вы в проигрыше точно не останетесь. И после этой ситуации очень многое поменяется у вас. Ну, по крайней мере, ваше вот отношение к жизни, к проблемам, к ситуациям. Вы поймете, что вы абсолютно самодостаточны, да, автономные, самодостаточны, вам никто не нужен. Вы все можете решать сами, вы все можете делать сами. Это не тяжело, абсолютно не тяжело. У вас самооценка повысится, и я вижу, что вы как-то по-другому начинаете жить. Более как-то спокойнее вам становится. Вы ни на кого не оглядываетесь. Вы делаете ровно то, что вам нравится, либо то, что считаете нужным, важным. Страхов меньше у вас в жизни будет, страхов, переживаний меньше станет. Но в себя поверите, да? Человек верит в себя. У него и плечи распрямляются, и взгляд другим становится. Да, вы способны, и сами себе это докажете. Может быть, ну так исторически сложилось, да, что кто-то вам всегда помогал, и вы просто не представляли, что способны и сами все сделать. И тут такой случай произойдет. Да, вы решите очень серьезный вопрос, причем очень выгодно для себя решите. Это хороший знак. Мужчина, который собирается в дорогу. Возможно, в прямом смысле слова, да, мужчина будет куда-то уезжать, собираться. Возможно, мужчина действительно как становится на правильный путь. Да, он меняется, он за ум берется, он начинает что-то в жизни делать. И еще этот мужчина как массу набирает. Не пугайтесь, это не значит, что он поправится. Нет, наоборот, это значит, что он меняется, и жизнь у него улучшается. Вы помогать этому мужчине будете. С одной стороны, вы помогаете и рады, да, что вот он что-то делает, что-то у него в жизни меняется. С другой стороны, вам до конца сложно в это поверить, что мужчина действительно там, перестал лениться. Либо мужчина там за голову взялся, да, чем-то серьезным начинает заниматься. Вот такое состояние у вас, дрожи, иголочки у вас, да и мурашки будут. Как боитесь спугнуть вот это счастливое мгновение, что вот он собирается, он делами занимается, там на работу идет. У него наконец-таки в кои-то веке хорошее настроение. Ну, не бойтесь спугнуть, это его судьба. Он долго как будто бы созревал для какого-то серьезного дела, ну, либо какого-то серьезного начинания. И даже если это связано с какой-то дальней поездкой, пусть едет, это ему по судьбе. Да, вот его время пришло, действительно время пришло. Хороший знак. В самом венце у вас очень крутой знак, который предвещает любовь, влюбленность, давайте так скажем. Мои дорогие зрители, вы либо в человека в какого-то влюбитесь, ну, либо в какое-то новое дело, да, какое-то увлечение, хобби. Во что-то вы прям влюбитесь, да, дельфин с вашей стороны. И я вам так скажу, если это будет человек, то это будет абсолютно взаимно. Если это будет какое-то дело, либо хобби, то у вас все будет получаться. То есть вы отдачу будете получать, вот 100%, но вам точно понравится. Много приятных ощущений, невероятных позитивных эмоций вы испытаете. Вот чем бы это ни было. Ну, а если любовь, что может быть лучше, чем любовь? Любовь меняет все, преображает людей, делает нас абсолютно счастливыми. Да? Кому-то вот прям время пришло влюбиться. И опять же подчеркну, влюбиться абсолютно взаимно. Чувства абсолютно зеркальные, взаимные идут. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.